Уходящий 2017 год для города-героя Тхуарчал юбилейный. К 75-летию города готовились основательно. Было проведено немало работ по его облагораживанию. Начальник налоговой инспекции Тхуарчала Джон Аршба отметил, что собираемость земельных налогов в этом году превысила 72%. По общим показателям, нынешний год стал намного успешнее и плодотворнее по сравнению с 2016, отметила глава администрации района Аида Чичхалия. Если сравнивать уходящий год с предыдущим, можно сказать, что у нас показатели лучше, чем в предыдущем году. В выполнении доходной части бюджета можно уже смело говорить, что будет около 80%. Да, это не лучший показатель, но на это есть объективные и субъективные, конечно, причины. То, что основной бюджетообразующее предприятие Тхуарчал уголь приостановило свою работу. Но я хочу сказать жителям нашего города, что это не значит, что они совсем свернулись. Есть надежда, что если цена на мировом рынке, цена на уголь поднимется, то работы будут возобновлены. В некоторых селах района отремонтированы дороги, заменены более 6 километров водопроводных труб на 9 участках. В городе очищены и отремонтированы ливневые коллекторы, заменены водопроводные канализационные трубы в подвалах жилых домов. Проведена большая работа по санитарной очистке города, обеспечению населения питьевой водой, а также частичный ремонт кровли, очистки водосточных труб и желобов. Проведена также работа по подрезке деревьев по улице Абжуйской, побелка деревьев. Значит, мы произвели частичный ремонт 2 мостов на нижней площадке, покрасили их, привели в порядок. Также бордюры нижней площадкой, соединяющие заправки. Значит, проведены работы по замене задвижек, которые вышли из строя и в срочном порядке необходимы были. Завершился ремонт водозаборных головных сооружений. Кроме того, в рамках инвестпрограммы в городе Тхуарчал установлены электрические опоры, проложены линии электропередачи. Идет капитальный ремонт ЦРБ. За счет республиканских средств начат ремонт детсада по улице Лабахуа. Директор Тхуарчалстрой Леонтий Аршба отметил, что на ремонтные работы было выделено более 68 миллионов рублей, включая средства, выделенные по инвестпрограмме.